Малгобек – город небольшой по своим размерам и численности населения, но он ежедневно развивается и растет в социально-экономическом плане. С таких слов открывает сход граждан глава города. Развивать инфраструктуру, обеспечивать 37 тысяч жителей социальными услугами в полной мере – задач, стоящих перед властью, много. Важным показателем, характеризующим качество жизни, являются реальные доходы населения. Важным показателем, характеризующим качество жизни, являются реальные доходы населения и уровень безработицы. Одним из основных методов регулирования социальных условий является активное использование налогообложения, поскольку налоги – основной источник доходов, за счет которого осуществляются все социальные программы. Я подчеркну такие важные моменты, где все осуществляются социальные программы за счет налогов, чтобы заостряли на этом моменте. Так, собственные доходы города в 2018 году в сравнении с 2017 годом выросли на сумму около 2 миллионов рублей. Подводя итоги деятельности администрации за 2018 год, Сулейман Игиев отметил, что проделана масштабная работа по строительству социально значимых объектов. Закончено строительство и успешно работает школа номер 2 на 704 мест в западной части города. На самом деле, я как житель города, в принципе, прекрасно понимаю, что это очень важный объект для нас, для жителей города, особенно для подрастающего нашего поколения. Это очень важный социальный объект. Ученикам приходилось проделывать большой путь до ближайшей школы и учиться в 2 смены. Закончено строительство и успешно функционирует школа номер 16 на 720 мест во 2-м микрорайоне в городе Малгобек. Важность этого объекта трудно переоценить. В этом же микрорайоне в 2018 году начал свою работу еще один новый детский сад. Ситуация в области здравоохранения и медицинского обслуживания в городе в целом на хорошем уровне. В Малгобеке построены 2 больницы, 1 поликлиника и станция скорой медицинской помощи. Помощь оказывается на месте без необходимости выезда с больными детьми. Также запущено сердечно-сосудистое отделение на 10 мест в 2015 году, а в 2018 году увеличилось еще на 10 коек, что в целом составляет 20 коек. Успешно функционирует и дневной стационар в отделении нефрологии, которое открылось в 2018 году. Медики из ФМБА уже дважды проводили диспансеризацию населения. Отдельно надо сказать, что именно мобильным бригадам врачей регулярно осуществляются выезды в наши детские дошкольные учреждения и школы для профосмотра. Также в рамках программы переселения жителей из оползневой зоны в Малгобеке в этом году построено 26 многоквартирных домов. Это 738 квартир. Дополнительно реализуется множество инфраструктурных проектов. В городе функционируют 2 школы, 2 детских сада, МФЦ и торговые центры. Также в 5-м микрорайоне планируют построить современный молодежный центр по федеральной целевой программе. Этот центр, он был один на республику, и он у нас 99 и 100% он будет у нас, в Малгобеке, в этом микрорайоне. Тут среди всех глав муниципалитетов была война за этот центр, и мы победили. Мы уже отвели землю, уже все, уже в 2021 либо самом начале, либо конец 2020 года начнем его строительство в этом микрорайоне. Так что на самом деле, да, действительно. Также на сходе затронули тему общественно-политической ситуации в регионе. Ситуация, которая накаляется в общественной политической ситуации в любых регионах, это очень тяжело. Это тяжело, почему? Потому что любая дестабилизация – это плохо. Конечно же, тут мы видим такие моменты, как в основном молодежь, да, ты правильно подметила, активно проявляет себя в этой позиции. Конечно, хотелось бы, чтобы и молодежь, тяжело. Что сейчас в последний раз произошло? Был санкционированный митинг, дали время, люди постояли, потом расходиться не захотели. Это уже нарушение закона. То есть то, что там было разрешение, и он был санкционированный, это хорошо. Но есть свои правила, во всем есть свои правила. Дома у папы свои правила, у мамы свои, у сына свои, у учителя свои. То есть в жизни у каждого есть свои правила. Правила игры, так скажем, да, правила жизни. Поэтому, когда начинают нарушать эти правила, конечно, это плохо. И когда митинг уже должен был разойтись, а решили не расходиться,
Потом, когда постарались этот митинг разогнать, опять-таки, ну, неприятно, да, на все это смотреть. Потом оттуда молодежь двинулась, перекрыли федеральную трассу. То есть это уже проблема не региональная превращается. Эта проблема превращается уже в федеральную. То есть если когда перекрывают федеральные трассы, это уже да, Москве, Корзадол, ну как это так, федеральные дороги перекрывают. Поэтому неправомерные действия, да, скажем, я бы хотел бы призвать всю молодежь, не совершать эти неправомерные действия. Есть закон. Разрешили митинг там до 18:00. Ну, пожалуйста, постояли, но давайте красиво. Как мы умеем красиво стоять, давайте мы там в целом, да, будем уметь красиво расходиться. В социальных сетях очень много дезинформации. Вот я вижу, смотрю, и это неправда. Да? Вот один парень недавно пишет мне там, у меня же на странице одну информацию. Я читаю, и я знаю, что это не так. Он утверждает, что это так. Но на каждое это сообщение, каждому отвечать я физически не смогу. Соответственно, читает это сообщение какой-нибудь другой парень. Он подхватывает, да, действительно, да, хочу продолжить с тем. И вот так вот начинается дезинформирование населения нашей республики, особенно молодежи, которая горячая, яркая, молодцы, постоянно масна, но харца нельзя. Так, дезинформация же там одни люди туда призывают, другие люди сюда призывают. Часть молодежи бежит туда, часть молодежи сюда. Я просто хотел бы призвать всех. Наша республика, многострадальный регион. Мне 36 лет, я помню события 92-го. Я эти митинги помню. Мой отец мне рассказывал митинги 73-го. Помню, я жил в Грозном, предвоенную ситуацию. Я помню митинги 94-го. Это тяжело. Свободный микрофон, свободные люди, удержать людей в порядке. Очень тяжело бывает. Поэтому Корза отсюда лучше. Вой республик лореш. Есть дын орах, есть аккуратно надо излагаться с людьми. Нях син цуцакудыш, нях си лордеш. Говорили на встрече и о профилактике экстремизма. С молодыми людьми, студентами и школьниками регулярно проводятся встречи с привлечением старейшин и духовенства. Надо отметить, что, конечно, не сравнить ту обстановку, которая была у нас 10 лет назад на территории нашей республики, нашего города, и та обстановка, которая сегодня. Конечно, и администрация, и Совет Безопасности Республики, и правительство, и глава республики, конечно, проводят очень большую работу по недопущению вовлечения молодежи в эти террористические, экстремистские организации. Мы тоже со своей стороны ежегодно проводили по несколько десятков встреч в школах, в трудовых коллективах именно с этой повесткой. Вот о недопущении вовлечения молодежи в экстремистские, террористические организации, о духовном, нравственном и патриотическом воспитании молодежи. И, конечно, это дает и будет давать на свои определенные результаты. И мы заметили, что вот в последнее время, последние несколько лет, обстановка республики, конечно, намного улучшилась и намного она лучше. То же самое можно сказать и про наш город. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы не допускали, вот именно чтобы наша молодежь не была вовлечена в эти террористические организации. А что для этого надо? В первую очередь, конечно, это и воспитание дома, в первую очередь это воспитание в школе. Конечно, также нужно воспитывать нашу молодежь, которая готовится поступать в высшие учебные заведения. Жители города также не упустили возможности задать интересующие их вопросы. Прозвучало немало просьб решить проблемы касаемо водоснабжения в отдельных частях города. Это самый мой наболевший вопрос. Ну, уже невозможно. Ну, на окраине города, почему оно идет сутками? Не микрорайон последний, а я город, центр победит. Постоянно ночью две резервные скважины, которые никогда в жизни никто не трогал, мы на них деньги нашли, и двигатели сейчас на них тоже будем сейчас ставить, резервные скважины, чтобы нам с летом хотя бы чуть-чуть с водой разгрузить нас. Единственное, я согласен, так я же в этом городе живу, я сам, вон какой, как...
Да, вот летом, чтобы этих проблем избежать, мы вот сейчас 2 скважины на лето хотим запустить. Дополнительно 2 скважины с 2 двигателями. Сулейман Игиев отметил, что в рамках национального проекта «Экология» в 2020 году начнется строительство полигона по переработке твердых коммунальных отходов, а также планируется благоустроить городской пруд в восточной части города и прилегающую территорию. Говоря о развитии Малгобека, молодежь отмечает, что все положительные преобразования в городе и в целом республике – это во многом заслуга руководства региона. За последние годы в нашей республике произошли значительные изменения в сфере политики, культуры, образования, физического спорта и социальной защиты населения. Открытые социально значимые объекты для молодежи. Я тоже отношусь к части молодежи, и мы все это видим, мы все это стараемся ценить, беречь. Все, что делается, это делается для нас, чтобы мы это хранили и передавали нашим последующим поколениям. А те, кто сейчас не в зале, в это время вышли на общегородской субботник. Жители дружно взялись за уборку улиц, подметают дворы, собирают мусор. На территории города Малгобек по поручению главы республики объявлен месячник. То есть каждую субботу мы в лице, то есть администрация города Малгобек совместно со всеми подведомственными учреждениями каждую субботу мы выходим, проводим субботник не только на своей прилегающей территории, но и на некоторых участках города. Задействована большая единица, задействована спецтехника, задействованы люди, инвентарь. Такие субботники с наступлением весны давно стали доброй традицией в республике. Рутинная работа незаметно перетекает в своего рода городской праздник, который постепенно затягивает всех, кому не безразлично состояние окружающей среды, родного города и региона. Были захламленные дворы, очень неухоженные, там и площадки сделаны, и там и для детей вот эти все качели, карусельки, все поставлено, посаженные деревья, красиво, очень красиво. И то, что в нашей республике, в нашей Ингушетии появляются красивые здания, появляются центры, которых раньше не было, там центры здоровья, как они как-то по-другому называются, больницы, сервисные разные предприятия. Конечно, душа радуется. Конечно, преобразования огромные. Вот за последнее время огромные преобразования в республике. В планах у местных властей на текущий год продолжить работы по благоустройству, озеленению, а также уличному освещению на нескольких улицах. А инициатива и активное участие жителей в таких полезных мероприятиях только приветствуется. Микаил Тангиев, Магомед Даскиев, Хамзат Халухоев. Новости 24.